Первый маленький, удаленький такой. Вот какая-то похожая на чагу, но труха. Так, ну я уже иду по ельнику. Свою лыжню еще не встречал. Не знаю, где он. Может, где-то в стороне слева. Место хорошее. Иду медленно, так спокойно. Наблюдаю. Смотрю внимательно, чтобы не пропустить. Чага прячется. Ловко даже. Вот он, лыжня рвет. Все-таки немножко я зацепил. Так, ладно. Отлично. Где-то здесь уже я развернулся, наверное. Примерно здесь. Я параллельно сейчас буду лыжню смотреть и параллельно буду идти. Но пока ничего не нашел. Нету. Тишина. Что-то бывает много, находишь быстро и бывает много надо ходить. Что когда как повезет. Так, лыжня вон там, туда идет. Ладно, мы здесь пойдем. Что думаю, блин, какой-то нарост такой большой, оказывается. Дерево вон так свалилось. Корня лежит так. Здесь что-то я увидел. Ага, есть. Есть, ребят. Долгожданчик. Вообще я прошел уже. Думал, все. Тут что-то не густо, пусто. И вот они. Вот они. Этот высокий. И там еще, вон, смотрите. Туда, если только лыжи снять и залезть. Сопротивляться дерево. Огроменный. Сушина. Куда-то ушел. Так. Надо сразу забрать. Иначе не найду. Вроде неплохая штука. Кусок такой. Долго искал, блин. Между прочим, хороший, коричневый. Вон там добротный, это же. Подниматься не стану. Сейчас у меня лыжи хорошо одеты. Лямка не падает. И ради того, достанешь или нет на еще. Вон там непонятно что. Бля, здесь. Классная штука. Фу. Вот еще. Куда-то отлетел еще один кусок добротный. Несмотря на то, что маленький он, вроде коричневый, хороший был. Так себе. Так себе. Так.
Все. Наконец-то я нашел. Честно, блин, шел уже немало. И нету, и нету, нету, и нету. Потом к этому валежнику подошел и тоже вот как-то увидел. Вот так вот. И все дело делается. Тут вообще шикардос. Маленький тоже нормалек. Это так себе. Почистим. Надо кусок сала хоть съесть. Что-то вообще не ел еще. Так дело не пойдет, надо поесть хоть что-то. Так. Не люблю труху эту, блин. Некоторые ради денег все сдают. Всю труху. Так нельзя. Ну вот. Вот так вот. Такое количество. Неплохо. Надо чай попить, думаю. Что-то все говорят, какие-то мистические истории, снежные человеки. Вот снежный человек, вот. Видели? Вот это и есть снежный человек. А все остальное вымышленные персонажи, блин. Не верьте, это кругом обман идет. Сейчас тоже в Ютубе там видел. Типа на Луне там 3 НЛО больших летят. Опять же там сеть нейровидео, вот что делается компьютером. Ведутся люди, ой. Ничего нету. Есть человек. Есть еще созданные человеком летающие аппараты, самолеты и ничего больше. Все остальное это обман. Снежный человек это охотники. Кто ходит в тайге, бродит. Вот это и есть снежный человек. Который ест хлеб мерзлый, сало, свинина. Это понимаю. Романтика. Уже несколько походов я это сало ем. Нож охотничий, вот настоящий. Убитый, но настоящий. Режет. Режет. Хорошо режет. Вот так. Кушаем сейчас. По-настоящему. На природе. Уже все начинает вечереть, конечно. Много уже не насобираешь. Но если так пару деревьев найдем, будет хорошо. Лишние выгрузим с термоса.
Пишите, комментируйте такой формат. Как вам? Нравится, не нравится? Чтобы видели, как пью чай. Азерчай. Сало с таким мясом. Фигня. Если что, сразу к дороге пойдем. Потом по дороге пойдем. Фонарик с собой есть. Сейчас подкрепиться. Потеплее будет. Одним словом, сейчас я дальше. Это будем считать, что обед. Обедаем. И будем собирать. Так, время у нас получается 12 часов 54 минуты. Уже первый час. Хотя бы до 2 побродить. И надо еще к Бурану идти. А потом под Фарой уже разберемся. На Буране это переоденусь в теплое. Шапку все переодену. Шапка там мерзла тоже. Надо 3 шапки взять. Две сменных шапки надо. В общем, обязательно. Рассказываю. В общем, после чаепития пока ничего не нашел. Вот там река сзади меня. А здесь, смотрите, какой лес. Вроде березы есть, но вот так прошел он лыжня. Береза есть, но такая густая, густой подсад тут. И чаги совсем нету. Пока не нашел. Даже и не понимаю, куда идти. Где лучше. Вдоль реки, думаю, не стоит. А вот здесь что-то надо глянуть. Или кора отошла, или какая-то темное что-то. Ну, здесь места хреновые. Да, кора отошла. Подсад вообще густой. Вот, видели? Ничего тут не видно. Короче, меняю место. Тут я мало что найду. Только время теряю. Скоро уже начнет темнеть. Иду ни в куда. Никакой надежды нету. Где-то уже полкилометра, наверное, прошел после того, как включился последний раз. Там справа, сейчас вот ельник там видно, но там сосновый лес, недалеко, наверное, дорога. А здесь такой подсад. Какой-то ручей перешел открытый. Вода течет еще. Но не стал уже включаться. Короче, тут 0. Вообще ничего нету. За целый день пути, ребят. Первые следы похожи на рябчик. Рябчик, да. Единственная птица. Целый день шел. Вот такие дела. Не, наверное. Лучше сейчас я развернусь и где первоначально собирал, еще там где-нибудь пройду. А тут бесполезно ходить. Вон, наконец-то что-то я увидел. Вот один на высоте там на 5 метров. И там небольшие куски. Капец, ребят.
Я уже возвращаюсь. Сейчас трек покажу. Куда ходил, откуда иду. Вон, блин, как высоко он. Вообще хреновое дело. Тут непонятно, что за наросты такие. Ай, шляпка не то. Гриб какой-то нехороший. Вон там, смотрите, сосновый лес. Параллельно этому сосновому лесу я иду. Возвращаюсь, уже все. Курс поменял, обратно уже в сторону своих троп, своего бурана. Каждым метром сейчас приближаюсь в сторону дома. Так что то густо, то пусто. Так, сейчас надо найти мне, где этот. Ну да, в принципе, недалеко нахожусь уже. Вот, видите, какой трек. Вон там основное место, где я собирал, вот, где точки. А сейчас вот нахожусь вот так. Вот я прошел вон до сюда и обратно возвращаюсь. Вот дорога начальная. Сейчас я пойду вон там, где вот много собирал, и буду идти. Хрен его знает. Короче, пока не надоест, буду идти. 7 километров 950 метров. Считай, уже 8 километров почти. Прошел 4,5 часа примерно. Сегодня целый день ходил вдоль реки и ни разу еще не выходил. О, смотрите, выдры бегают. Везде наледь. Ух, смотрите. Сейчас хорошие морозы нужны. Если 25 градусов будет, то этот наледь хорошо сейчас замерзнет. И как по асфальту будешь ходить. Потому что весь снег в наледи. Прям просвечивает вон темный лед. Морозы нужны. Крепкие. Настоящие. Но я дошел уже до тех мест, где вот первоначально здесь много чаги набрал. Ну, здесь второй мешок я вот набрал. Вдоль реки так буду идти. Не знаю, что-то будет или нет. Мало уже, конечно, надежды. Но все равно. Как бы там ни было, уже иду в сторону бурана. Если не найдем, ничего страшного. Ну и дальше уже идти, в принципе, смысла я не вижу. Во-вторых, начинает уже вечереть и начинаю уставать. И как ни крути, на лыжах целый день нелегко, поверьте. Вот. Тут такой вот темный такой, небольшой. Да и рубить, думаю, уже не стоит. Вот. В этой местности может быть даже и что-то еще будет. Хороший участок сегодня попадалось. Прям идеальный. Не зря приехал. Немножко набрал. Ладно, идем дальше. И издалека уже плохо видно. Видеокамера, конечно, передает, что очень светло, ярко. Как будто но незаметно, что и уже вечереет. Есть такие вот темные места. Так, ладно, сейчас я эту березу проверю, туда еще схожу. Что-то есть такие березы еще. А, здесь, вот смотрите, тут уже моя лыжня. Вот. Вон. Здесь я уже ходил, рубил, между прочим. Да, здесь я искал. Уже капитально. Хорошо тут ходил. Ну, вот там какая-то вот темная береза. И здесь еще вот небольшая тяга. Да. Вон там. Надо смотреть. Ну да, я тут небольшую сейчас рублю. И дальше в путь. И аккумулятор еще у меня один остался. Все уже разрядились.
Больше не нахожу, ребят. Вот такой размер. До этого еще срубил без съемки 2 куска таких. И вот сейчас еще один. Закончилась чага. Вообще нету. Буран где-то в той стороне, наверное, если напрямик. Я хочу еще этот поворот пройти. И рано или поздно там дорога будет. По дороге потом уже к бурану пойду. Вот так вот. Маленький. Фух. Опа. Дома почищу. Вот такие малюсенькие, ребята. Что-то совсем нету в этой стране. Хотя, блин, берез очень много. Прям дофига берез. Что-то вот не выходят они. Так, никак наполнить не могу этот мешок. Сейчас еще вон туда схожу. Ну вот, ребят, в принципе, я уже дошел до дороги, вон там дорога. Чуть раньше почти выходил, потом смотрю, спуск такой нехороший к дороге. Потом развернулся и сейчас параллельно иду. Вот такой лес хороший тут. Чаги нету, к сожалению. Но надежды не теряю, все еще смотрю. Может, здесь что-то еще будет. Скоро уже будет лыжня моя. Там прям к бурану и выйду. Недалеко осталось. Много уже осталось. Ну и как будто снег меняется. Как ни крути, что-то снежный покров начал меняться. Как будто стал больше чуть-чуть проваливаться, или может из-за того, что рюкзак еще на мне. Где-то килограмм 8, наверное, тут. Никак не получилось набрать полный рюкзак. Не получилось. Ну вот. Вот такой лес. Там дорога вроде. Выходить не стану, лучше лесом пойду. Ну и набродил сегодня, капец. Сейчас уже по этой лыжне буду выходить. Даже и в сторону не буду смотреть. Все, надоело. Хватит. Спасибо, тайга. Огромное большое спасибо. Сегодня не пустые мы. Немножко набрали. Не знаю, по килограмму примерно 50 килограмм, наверное. 45-50. Так примерно, думаю, получилось. 45 точно есть. Тут уже дорога. Дорога дальняя. Дорога дальняя. Вот. Наконец-то. Да. Хотел здесь круг такой дать, потом в ту сторону идти. Все, планы изменились. И слева сегодня целый день бродил. В следующий раз справа пойду. Ну, отсюда, если вот так. Нормально. Нормально. Вот и наш буран. Короче, сейчас переоденусь. И еще съездим за остальными чагами. По целине снова придется ехать. По-другому никак. Вот такая борозда, смотрите. Глубина какая. Тяжковато коротышу. Тяжковато.
Ну, здесь дорогу натоптал себе. В следующий раз, если приеду, то уже на мотособаке. И также будем собирать чагу. Ладно, сейчас надо переодеться.
доехал. Нормально, знаете, когда сильно газуешь, он быстрым поворотом прям сядет. А я сейчас чуть ниже среднего ехал. И так вот спокойно, когда едешь, он едет и едет. Один раз только вот туда-сюда назад давал. Так что вот такая фифочка. Опа. Сейчас развернем. Это сюда в мешок загружу. И сколько там за один раз сколько тащил. А сейчас после обеда совсем мало, блин. Вот так вот. Когда, я это и говорю, когда густо, когда пусто. Опа. Ик. А ну сейчас загрузимся и в путь. Мешок хороший. Этот еще загружу быстренько. Здесь такие большие, огромные болванки, блин. Здоровые. Здоровые вниз. Внизу будет. О. Тоже розовый. Да, до обеда так классно вообще было. Везло. А потом шляпы. Все. Ну, лучше, чем ничего, ребят. Еще такой мешок. Тент забыл, блин. Надо было тент, конечно. Так. Ружье надо. Возьму. Где тут скакать у меня? Вроде все загрузил. Все. Ну и послесловие, наверное, о сегодняшнем дне. Поход нелегкий получился, трудовой. Много пришлось идти, искать. Еще раз повторяюсь, до обеда более-менее дело шло. А вот после того, как я перекусил там, салом чай попил, после этого уже практически ничего я не нашел. Ну где-то килограмм 8 может от силы. Там с той стороны ничаги вообще нету. Вот один пятачок вот здесь. Один пятачок такой вот. Ну, я не знаю, может диаметром полкилометра. Туда-сюда ходил, вот более-менее я нашел. По километражу сейчас, не знаю, достану. Так, общая сложность времени у меня 5 часов 52 минуты. Ну а здесь где-то, где у меня буран стоял, от силы, наверное, с километра, наверное, я до сюда вот еще доехал. И общая вышла у меня 10 километров 800 метров. Ну, грубо говоря, 9 километров на лыжах. 9. 100% 9 километров я прошел сегодня. За 5 часов, скажем, 5,5 часов 9 километров. Это немалый результат, конечно. Очень тяжело, устал. Не буду скрывать. Я покажу, как это все выглядит. Вот мой трек, бля. Вот мой трек, вот смотрите.
сколько я прошел. Все это записывалось. Время 5:52. Блин, крутится, вертится. Ну вот так, по-другому никак. Так я могу вам показать. Вот. Видите, сколько я туда-сюда ходил. Без навигатора, без трекера какого-либо еще. Вы просто не увидите, не знаете, сколько там вы проходите. А вот с этим, с навигатором, и все можно увидеть. И с навигатором или с геотрекером можно, скажем, подранка искать. Вот видишь, где вот ты ходишь, уже ты видишь второй раз, чтобы не прошел по своему следу. Все это следы видишь. Вот такое кино. Спасибо вам за ваши просмотры, конечно же. Домой приеду, посмотрю, сколько топлива сжег. И сейчас не знаю, если посмотреть, в принципе, ровно стоит буран. Сейчас гляну, получится с фонариком. Не вижу, где у меня топливо. Хватило доехать. 15 литров. Так, значит 10 литров. 10 литров топлива сжег сегодня. 10 литров топлива. 10 литров топлива. И проехал я 13 километров. 10 литров топлива сжег. Пипец. Вот это да. На 13 километров 10 литров топлива. Километр 300 литр бензина. Представляете, какой расход на буране. Но я думаю, вот как я сегодня ехал, может быть, даже Лончин или Лифан 20 не справился бы по целине. Очень тяжелый путь. Все время я ехал. Да, даже из дома я выехал, там где-то 7 километров. Старая бураница еще была, заснеженная уже, закрытая бураница. А дальше уже чисто по целине. Чисто по целине пилил. Еще, считай, километров 6. Ну, примерно так и получилось. Я оттуда сказал, что полпути, 7 километров еще, наверное, поеду. Все понятно. Километр 300, литр бензина, запомните. На будни Олега я еще озвучу, наверное, в следующий раз этот расход полностью уже, этот поход, сколько у меня обойдется. Окупится ли это у меня чага, не знаю. Хорошо, что на стримах, иногда бывает стрим включаю, и мои зрители, вы спасибо, что хоть на бензин донаты кидаете на топливо. И пока это есть, пока есть зритель, пока есть какая-то поддержка, фильмы будут и дальше выходить. Вот. Другого пути нет. Чтобы, вот, скажем, вот выехать на охоту и что-то добыть, этого нету. Дичи нету, ничего нету. Только остается чагу собирать. Ладно, ребят, давайте. Все, обратный путь уже я снимать не стану. Что тут снимать? Я также по своей буранице буду возвращаться, а по своей буранице уже там это жужжание бурана толку снимать не вижу. Если что-то будет интересно, обязательно включусь. Если какой-то переход будет или еще что-то. А так, может, еще заеду за дровами, но и тоже уже сюда грузить смысла не вижу. В следующий раз, другой раз это дрова привезем. Вот. Все. До новых встреч, до новых видео. Всем хорошего настроения, всем здоровья, удачи. И ждите мои фильмы с чагой. Пока.